Говорит ингушский археолог Чахкиев Джабраил. В этом отношении, я думаю, что вот грузинские исследователи, у кого есть опыт, да, они помогут. И мы просили это, потому что у нас опыта нет. Вот эту лабораторию, то, что дом выбили, а у вас это идет столетиями. Сколько идет, и шикарно они делают. Я недавно был в Грузии, смотрел, они очень хорошо делают. Мы их просили, они дали слово, что здесь они еще лучше будут делать. И самое главное, что у них условия, которые поставили, они будут готовить кадры. Средства есть, спокойно. Даже вот взять вот это КПЖД, который строит, они обязаны выделять на строительство, консервацию, реставрацию, археологические раскопки, там средства выделяют. А мы их освоить не можем, потому что нет специалистов, нет этой законной базы. Чап-ляп это сделать тоже нельзя. Джайрахское ущелье – крупный центр ингушской культуры, наполненный археологическими памятниками, историческими находками, являющими собой этнографический быт старины. Село Джайрах – это большой населенный пункт с жилищами, полями и огородами. Говорит председатель сельского совета Джайрах Хусейн Амирханов. Джайрахский сельский совет Надрановского района Чечено-Ингушской АСР расположен в Горной Ингушетии, в Арамхинском ущелье. Граничит с севера с пригородным районом Северо-Осетинской АСР. С юга с Казбекским и Душетскими районами Грузинской ССР. Население составляет 1300 человек, в основном ингуши. Села, входящие в сельский совет, это Джайрах, Байни, Арамхи, Ляжги, Ольгети и Гули. Имеется очень много незаселенных пунктов, которые ранее были заселены. До 1944 года, до дня выселения республики, в горах имелось 55 населенных пунктов. Сейчас, как я выше перечислил, только 6. Расстояние от Терека до Асы, деятельность сельского совета, составляет 45 километров. В связи со строительством автомобильной дороги по территории сельского совета, Кавказской перевальной железной дороги, значит, будет возможность заселить другие населенные пункты вдоль автомобильной дороги. Миху агусик, таталь гуши зумни зумалик, миху карта жити, хумна фаттатух, миху фатта есташ, того дес восток, тяха агучдяли, дугу дуниду, куга бушардулаш, дуга халфадул, ери гачи юрта, бахка лозар ос, вага сулуш тага, суа аравут, яна шиши яни, парыш башка дес, ишта халфалулаш, зона хозафес. Как и у всех кавказских горцев, у ингушей существуют строго установленные нормы поведения. Строго соблюдаются законы гостеприимства, нравственность, почтение к старшим и другие традиционные обычаи. Женщина знала свое место, мужчина свое.
до уровня культа было возведено уважение к старшему. У нас не получилось снять ритуал погребения полностью. Мы покорились нормам этикета. Хозяин должен садиться спиной к двери, а гость — лицом. В присутствии старших младший никогда не сядет ни в своем доме, ни за его пределами. Сегодня люди живут уже в новом стиле, в соответствии со временем. Иной стол, другая еда и питье. Женщины и мужчины уже садятся за стол вместе, но ритуал принятия гостя, правила употребления обязательных блюд, уважение к старшим остались прежними.
Их не коснулось время. Храмы, которые ингуши посвящали разным божествам, в основном строились в труднодоступной горной местности. Высота Столовой горы составляет 3008 метров над уровнем моря. На ее вершине находятся 3 святилища — Мят-Сели, Матер-Дяла, Сусан-Дяла. Последний языческий обряд был в 62 году. Лето 62 года не было дождей. Покосы травы погибать начинали. Прибегнули к религиозным обычаям мусульманским, зарезали скотину, раздали мясо всему округу, потом сварили мясо, ели мясо, молились по-мусульмански, а дождя опять нету. Вот они собрались здесь, в Джирахе, а потом один из них говорит: а может быть, мы обратимся к нашим старым богам, а может, они нам помогут. Тогда, значит, собралось это ущелье, зарезали барана, барана положили на деревянное блюдо большое, в середину арака уже ингуши не гнали, поэтому взяли литр водки, поставили в середину, свечку откуда достали, зажгли, и вот с этим совсем пошли на то место, где раньше, в древности, молились джараховцы, вот здесь живущие. Во главе шел, ему было лет 90 или под 100, наверное, Махми Лянов. Сказали: ты проси. И он поэтому стал на этой горе лицом к Казбегу, а на Казбеке считалось, там живет богиня бури и снегопадов, Дерзнамель называлась. Мы обращаемся к вам, мы погибаем, пошлите нам дождь и помоги в нашем, значит, бедственном положении. Пока он молился, а все остальные стояли, поднимали по-мусульмански руки. Пока они молились, на Казбеке закурились тучи. Бог услышал наш горский. И, значит, теперь надо домой. И все, значит, побежали домой. Вот такой случай был. Известная последняя молитва к языческим богам была в 62 году в селении Джирах. Село Тарское, бывший Ангушт. Однако сегодня оно входит в состав Северо-Осетинской автономной области. Осетины начали переселяться сюда после 1944 года из селений Роки и Кваиси, находившихся в Ксанском ущелье. В данный момент здесь живет около 500 осетинских семей. Семей кистов 368. В количественном же отношении численность кистов и осетин равна. Это еще было в начале вот этого века. Религия сразу не уходит. Религия сменяет одна другую довольно постепенно. Был еще живой жрец один в селении Ангушт, просил у солнца, просил у этой Мят-Сел, у нее просил плодородие. Он на каждого затрагивался рукой и говорил: кто не родился, пусть родится, а кто родился, пусть живет.
Около 100 лет тому назад усилиями Общества по распространению грамотности в Дзауги была основана грузинская школа для живших там детей из Хэви, Мтиолети и Рачи. Благодаря грузинским ученикам и городской интеллигенции эта школа стала очагом грузинской культуры на Северном Кавказе. Сюда приезжали композиторы, певцы, актеры из Тбилиси. Действовали различные кружки. Хитагуров, имевший близкие отношения с основателем этой школы Михаилом Капиани, участвовал в школьных вечерах. В течение многих лет директором этой школы был знаменитый педагог Лаурсап Бацвадзе. Эта школа существует и по сей день. И сейчас звучит грузинское слово за пределами Родины. Совет министров СССР принял предложение о консервации строительства Кавказской перевальной железной дороги.